Фуф, ну вот и наступил наш долгожданный старт. 9 августа, 4 дня спустя мы готовы выезжать. Погода не очень благоволит нам, но есть и примета, что когда капает вам стилет, то это хорошо. Мирослав, согласен ли ты с этим поверьем? Не знаю, насколько это. Да, конечно, это не очень хорошо для нас, как для мотоциклистов, но что есть, то есть. Мирослав упаковывается. Вчера я, как вы видели на этой фоточке, получил свой задний амортизатор, привезли его где-то в 10 вечера. Тут же мы бросили все дела и помчались устанавливать его на мотоцикл. Установка, процесс довольно-таки быстрый. Мы просто взяли старый. Старый был в коробке, мы посмотрели на то, каким страшным он был. И начали вставлять мой новый старый амортизатор. Вот, пожалуйста. Не в идеальной, конечно, он форме, но, как я уже сказал, что есть, то есть. Сумки установлены, колеса накачаны, все готово к дальнейшему путешествию. Сегодня наш план доехать до Ташанты или до Кош-Агача. А эти населенные пункты находятся, Кош-Агач находится в 50 километрах от монгольской границы. Я думаю, что мы заночуем там, а завтра утром, примерно в это же время, сейчас где-то 6:30 утра, мы отправимся на границу, чтобы быть первыми. Потому что, как говорят некоторые, там может быть очень длительная очередь. Именно поэтому мы стартуем прямо сейчас. Поехали. Ну что ж, ребят, вот мы и выехали. У меня до сих пор еще горло не зажило. На часах 7 утра, 7:30, но я проснулся аж в 4. Вообще спать не мог, у меня нос заложило конкретно. Я капаю то в одну, то в другую ноздрю, а мне все хуже и хуже. Заправились на заправке, амортизатор работает. Впереди едем на Кош-Агач, до него 392 километра по навигатору, трасса М52. Как вы видите, льет дождик, а у меня на мотоцикле нет трекшена и АБС. Об этом мне стоит постоянно помнить, дабы не влететь кому-нибудь в зад или не улететь, хуже того, с трассы. Поэтому я держу дистанцию, машин мало в такой ранний час. Ну и плюс стараюсь ехать без резких движений, чтобы не сорвать заднее колесо. Температура на улице 18 градусов. Это очень большая разница между тем, к чему мы привыкли. До этого мы ехали все время при температуре 28-35, а тут на тебе. Да еще и дождь впервые на нашем пути. Мы нацепили наши дождевики и потихонечку 90-100 едем. Очень жаль, что не удастся рассмотреть всей этой красоты, так как небо, как вы видите, очень серое. Вот, но я думаю, после обеда распогодится. Наша первая остановка сегодня. Мы проехали около 90 километров. Погода, как вы видите, не очень, да. Не замерз? Маленько подмерз, оделся. Мы включили подогрев ручек. Включил? Это хоть немного облегчает нашу участь. У меня ноздри, нос забит. Открываешь визор, вода летит. У тебя пинлок есть? А, нет, да? Я тоже пинлок свой не брал, поэтому запотевает. Вот. Жаль, с такой погодой особо много не поостанавливаешься, чтобы пофотаться.
Мы едем в дождевике. Не очень комфортно, конечно. Настроение боевое. Время даже 9 еще нет. Глядишь, мы даже сегодня границу проскочим. Такими темпами это очень реально. Потому что дорога вообще просто офигенная. Едешь и кайфуешь. И машин мало. Ну, поедем дальше. Как вы видите, у нас хорошие новости. Здесь сухо. Мы переезжаем какой-то небольшой перевал. Здесь дождь, видимо, давно уже закончился. И поэтому асфальт более-менее сухой. Сделали небольшой перерыв, выпили кофе. Хороший, кстати, с булочкой. Сейчас едем и кайфуем. Дождя нет. Температура за бортом 15,5 градусов. И посмотрите, какие пейзажи. Прям захватывает дух. Глаза цепляются за эту красоту. И ты забываешь, что ты за рулем мотоцикла. Нужно быть все время начеку, потому что такая красота, она очень сильно отвлекает и привлекает наше внимание. Только что позади мы оставили Семинский перевал. Впереди будет перевал Чикитаман. Он не такой большой, как Семинский, но подъем там круче, конечно. И как нам сказали, еще будут серпантины там. В общем, ждем. А сейчас посмотрите. Ох, какая красота, а! Я просто офигею. Какая же наша планета красивая. Очень часто встречаются пасеки, какие-то вдоль дороги, сувенирные магазины. Прям не хочется выключать камеру, чтобы вы это все увидели от начала до конца. Но, к сожалению, ни ваше, ни мое время не резиновое, чтобы это все смотреть. Я прям чувствую, что когда буду резать это видео, мне будет очень тяжело принимать решение относительно какого участка мне оставить больше и что следовало бы срезать. Мы приближаемся к перевалу Чикитаман. Это один из двух крупных перевалов. Семинский мы прошли. Вот начинается Чикитаман. Вот первый серпантин и уходит направо. Уже минут 10 стоим, фотоемся. Люди останавливаются, уезжают. А все почему? Вот почему. Мы почти на самой вершине перевала Чикитаман. Вон там верхняя точка вроде бы. Вот. Но мы решили остановиться здесь. Собираемся. Еще рань такая, солнце еще даже не в зените. Поэтому мы даже думаем, может получится у нас границу сегодня пересечь. Ну, как повезет. Че, поехали, настроение отличное. Погода кайф. Едем дальше.
как видите, после того, как мы прошли основную часть Чуйского тракта, очень сильно, кардинально просто поменялась растительность и ландшафт. Вот посмотрите справа. Долина. Горы уже не так близко, как они до этого были. Очень интересный пейзаж. Проезжаем сейчас поселки. И видно уже, что как сами жилища, так и уровень жизни здесь гораздо ниже, чем в центральной части Алтая. Чем ближе к Монголии, тем больше постройки, быт и исторические какие-то монументы, мавзолеи, памятники больше напоминают нечто буддистское, нечто монгольское. Ну как вам, ребят? Посмотрите в округе. Ничего не напоминает? Какую-нибудь страну? Да. Типичные казахские степи. Очень сильно напоминает природу моей родины. Дорога местами тоже напоминает наши дороги в Казахстане. Самая хорошая дорога закончилась уже в начале Чуйского. Сейчас, чем ближе к границе, тем дорога оставляет желать лучшего. До Кошегача осталось 12 километров. Там думаем купить монгольские тугрики, пообедать, потому что время уже 1:30. И выдвинуться сразу на границу. Может быть, нам повезет, и мы пройдем ее сегодня. Мотоцикл после ремонта. Ну как после ремонта? После замены амортизатора на старый мой. Чувствую себя хорошо. Все времена, когда я останавливался и смотрел, там было все сухо, нормально. В общем, я еду аккуратно. Мне Володя и Рома, мастер, который перебирал старый амортизатор, он сказал, что лучше поставить амортизатор в положение оффроуд, дабы он работал, ходил. Я думал, его наоборот нужно зажать, чтобы он не ходил. В общем, я как-то не понял, почему они сказали, чтобы он ходил, дабы хоть как-то продлить его жизнь. Кстати говоря, сегодняшняя с Манжирока мы проехали 420 километров. С моего дома, с Алматы, мы проехали 2350 километров. Нормально. Здесь, кстати, уже выше, на Чуйском тракте, там, где Манжирок, высота была 700 метров над уровнем моря, то в этом месте высота 1830. Здесь уже и ветер гуляет, температура ниже.